бачу чат, я ще розкажу, у мене один телефон на все, тому Алена потім пойде і поглядіть. Я вітаю, коли є трансляція на каналі. Сябри, ми зараз ладимо мост разом з Польщею, яка вже розпочала свою акцію солідарності, а ми будемо їх доганяти трошки пізніше. Дівчата, коли ласка, розповідіть, що у вас там відбувається, чому так шмат людей з різними фото, хто ці люди, з якими на сьогодні присутнічають на акції солідарності? Добрый день. Сегодня собрались невероятные белорусы в Варшаве возле посольства белорусского, потому что они остаются неравнодушными к тому, что происходит в Беларуси, к тому, что людей судят в закрытом режиме, не пускают родственников. Они просто не понимают, почему это происходит, это не должно быть так. И вот они пришли поддержать этих людей, над которыми сегодня идет суд. А судилище, як кажуть, у Білорусі. Ну, ось ми бачимо фото. Плохо слышно, здесь дорога, машины, и я, если честно, неважно вас слышу. Ну, нічого, нам головне бачить, що відбувається. Я бачу, у вас є фото Миколая Статкевича, Сергія Тихановського, Ігора Лосика і інших, і там є ще ваш знакомитий Ждун. Можете про Ждуна трошки більше розповісти, з якою метою він сидить у вас? В этой солидарности мы тут собрались. Солидарность с политзаключенными, над которыми судилище, над которыми происходит сейчас бой. Вот, сейчас мы хотим рубашку одеть на Ждуна, который вот у нас имеется. Держи. Сябри, зараз, я так розумію, готуються Польща. Приглашаем всех, будет принимать нашего Ждуна, дополнить имена политзаключенных на его рубашке. Ждун будет путешествовать по городам мира, вот, и все имена, которые мы будем узнавать снова, и не только те, которые считают весна политзаключенными, а все те, кто пострадал от этого режима, мы предлагаем вписать на эту рубашку, смирительную рубашку для Ждуна. Вот сейчас мы ее оденем. Я зрозуміла. А ці є надія, що він доїде до України, і ми так само тут зможемо йому накинути? Да, конечно. До Украины, пожалуйста, если есть желающие, кто принимет, мы обязательно всем желающим его отправим. Все, кто желает. Ми приймемо Ждуна, провеземо його по Україні, і він буде з нами вандравати. До речі, хто не ведає, Алена, розповіді, коли ласка, трошки більше про його, тому що це доволі таки відома лялька, яна шмат шуму свого часу зробила у Білорусі. Откуль він з'явився і чому ось він виглядає іменно так, а не як ми звикли його бачити, звичайно? Что заявится, вот Наталья непосредственно, которая одевает эту рубашку смирительную на Ждуна, вот, она изготовила Ждуна, решила сфотографировать его в парке. Ее сдали, и в результате она провела сутки, многодетная мама, за фото этого Ждуна, она провела сутки в изоляторе. Затем за ней устроили слежку, происходил обыск в ее доме постоянно, пытались ее на чем-то поймать. Детей доводили до слез своими обысками, внезапными съемами с поезда и все такое. В дальнейшем Наташе пришлось уехать из Беларуси, обосноваться в Польше. Она вместе с детьми выехала в последний день, когда были перед закрытием границ. Затем вот этого Ждуна она изготовила, это уже не тот конкретно Ждун, это уже второй Ждун, потому что того забрали вместе со значком, наверное, они любят значки погоня, воруют их постоянно, вот вместе со значком мы вот это забрали и не вернули этого Ждуна. Ну, так, мы ведаем... Вот она изготовила нового Ждуна. Так, мы ведаем, што ў слабавікоў ёсць захворванне, клептаманія, яны крадуць пастаянна
значки погони и стяги БЧБ. Да, из моей сумки, кстати, тоже был значок украден, тоже с погоней. Наверное, кто-то любит, коллекционирует их. Может быть, где-нибудь «Живе Беларусь» кричит. А Это сьогодні, снимают. до речі, я бацькі кричалі «Живе Беларусь», яны перапранаюцца ў паветры. Гэта вось тыя санкцыі, якія ніфіга не працуюць, аказваецца. Бачыш, як ламаюць адразу стэрэатыпы ўсе. Да, по поводу Ждуна. Ждун еще у нас уже посетил Варшаву, он посетил уже Женеву, он побывал там. Сейчас планируется Бельгия, Германия. Ждем открыток, какие он будет писать. Вот эти. Вот. И вот этот вот Ждун сейчас у посольства у нас. Вот тут вот видно фамилии, имена написаны. Политзаключенных черным указаны фамилии тех, кого убили. Убил этот режим. Вот. И вот таким образом мы его связали. Сябры, Это зараз вы... символично, потому что мы считаем, что именно благодаря вот этим вот людям мы связываем руки вот этому самозванцу. Если нам не хватит места при указании всех, мы очень хотим, чтобы все здесь были указаны, именно всех, кто сидит незаконно по политическим мотивам. Вот, если нам не хватит мест, мы уже придумали о том, что мы будем рисовать на ленточках имена и завязывать их на руки. Я считаю, что это очень символично и соответствует, красной надписи соответствует нашему. Ну, я згодна, то бок мы можем лічыць, што у нас нейкі ўжо такой сімвал. Раней гэта быў выключна «Убывай», вельмі вядомая Сергеем Спарышем распрацоўка, якая зараз па ўсім свеце літаральна вядомая. Зараз яшчэ з'явіўся Ждун. Мне здаецца, што яны павінны вандраваць разам, таму што і «Убывай», і Ждун — гэта вось такія яскравыя адзнакі беларускага пратэсту. Так, тут машин очень много, очень плохо слышно, так что мы просим прощения, иногда не всегда слышится. Нічога, я все равно не бачу чат, але я ўпэўнена, што сябры нас падтрымліваеце і пішуць добрыя каментары. Я бачыла, што трансляцыя запусцілась на канал, так што... Жыве! Жыве! Алена, распавядзі, калі ласка, вось твае пачуцці, калі ты пабачыла сёння Мікалая Статкевіча, літаральна год мы не бачылі яго, ён не з'яўляўся ў інфармацыйным полі, ну, так, фізічна, толькі мы распаўсюджвалі інфармацыю аб ім. Вось твае пачуцці, якога ты пабачыла Мікалая Статкевіча, Сергея Ціхановскага, хлопцаў, якія з імі побач знаходзяцца? Свободу Статкевичу! Свободу Тихановскому! Верим! Можем! Переможем! Верим! Можем! Переможем! Верим! Можем! Переможем! Зараз ви назираєте акцію протесту у Польщі. Ми виходимо, пакуль яшчэ не распачалі. Мы стартуем о 18:30. Хто не ведае, калі ласка, на Майдане Незалежнасці. Я ўжо тут, вы можете до мяне падыходзіць ужо. Зараз я буду дамалёўваць плакаты. Вось, ну, на кшталт такіх, якія мы будзем сёння паказваць. Вы бачыце партрэт Мікалая Статкевіча зараз. Гэта, напэўна, адзін з тых лепшых фотаздымкаў, якое ёсць у актыве народнай грамады. Яго отравили тяжелыми металлами. Але ён выжыў, ён зачем казаў. Все
от своей... Они борьбе давайте разлук. Живи Беларусь! Не молчи! Живи Беларусь! Живи! Живе! З України вам кричать живе! Мы, конечно, не специалисты в стриме, так что поэтому извините, что если что-то не Все добре, все добре. Я просто хотіла би звернути увагу, дівчата виходять перший раз у прямий ефір. Яны вельмі хвалююцца, што ў іх нешта не атрымліваецца. Але нам галоўна атрымаць вось гэтую энергію, гэтую эмоцыю з Польшчы, таму што ў хуткім часе мы таксама стартуем на Майдане Незалежнасці у падтрымку нашых палітычных зняволеных, над якімі сёння гаўнакамандавач даў загад правесці судзілішча ў Беларусі. стихотворение очень хочу, чтобы вы послушали. Закрыто поликлиник, суд отвлекли. Герои народа, отважные, старинными, правдами сражались они. Не знали, отпор. Канава, какую? Включите промытые ваши мозги. Не готова, пойдете вы по этапам суды. Вот только потом, с какой стороны вам сидеть, реально не будет потом. Одумайтесь, время совсем уже нет, а я таки держать вам ответ. Шкада, мы дрэнна чулі, таму што у нас рвецца тут сувязь з Польшай чамусьці, хаця я абрала лакацыю, ну, мне здаецца, такую вельмі зручную. Белорусская христианская Ну вот сейчас Елена Яшковская. выжили, не стали, А, там не оставили. Лена, я боюсь, что мой телефон показывает, что ему вельмі жарко на улице 30 с хвостом, и я могу вымкнуться. Тому мы вас вітаем на усілякі выпадак. Дякую, что вы выходите. Не припиняйтесь, не опускайте руки, робіть усе магчыме, каб мы хутчэй вызвалілі наших хлопцаў і дзяўчат, і яны хутчэй побачили свои семьи. Мы не можем себе дозволить опустить руки, развесить сопли. Кветочные которые закончились, тому пришел час чинить супротив. Этот режим сами, своими руками, а потом плачете, что у вас там все плохо. Отдумайте, вспомните, что за вами, за вашими детьми, идти без всяких причин. Сергей Вы Спалич. или ваши дети, Сябры, давайте я трошки повернусь до вас, почитаю чат. Это будет магчыма. Я призываю вас всех. Нельзя допускать, чтобы в нашей стране царствовал фашизм. Живи Беларусь! Живе! Живи Беларусь! Живе! Живи! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Бачу ваші коментарі, щиро дякую, бачу, що трансляція пішла, я бачу, що все більш-менш добре. Ці шотки народної громади тільки що були. Санкції це наші, звісно, обов'язково. На галоўнага тэрарыста ўсяго свету неабходна таксама неадкладна вводзіць тэрміновыя санкцыі і прыпыняць геноцид у Беларусі. І вы памятаеце, што галоўным спонсором тэрарызму з'яўляецца Путин, якой хуйло. Хотели еще вот показать вот мемориал, мимо которого работники посольства в кавычках ходят постоянно на работу. Вот это вот постоянно перед глазами. Але ці ёсць меркаванне або нейкія пасылы, што іх вышлюць, таму што яны з'яўляюцца прызначэнцамі нелегітымнай улады Беларусі.
делала вид, что она просто стоит, да. Вот. Ну, им, наверное, очень интересно. Вот сейчас нас спросят. Агульнае фото. Мы сёння таксама будем такое рабіць. І самы вялікі сцяг народнай грамады. Сябры, я нагадываю, я на Майдане Незалежности, я тут уже буду до 6 часов вечера, до 6:30, до початку акции. Зараз будем тут, я буду драбляць то, что я повинна была зрабіць яшчэ некалькі гадзін. Местные власти снимают тоже нас, как видим. А чаму ён на газоне стаіць? Ай-яй-яй. Пачуў, мне, напэўна, сорамна стало. Не топчите газоны. Ходите по асфальте, як робім мы. Не можно, наверное. Я так розумію, там Хелен Мінц. Да, там Хелен. О, Хелен. Вітаю, Вітаю. вітаю. Вітання від блогерів. Привітання. Вітаю, вітаю. Вітаю, вітаю, сябри сонячної України. Привет, Киев. Я еще помню. Конечно, Киевская пам'ятаю. школа. Мы сейчас в Варшаве. Мы на каждой акции. Это потому, что мы научились... Молодці. Привет, Киев. Дякую. Мы стали родными. Все, кто был в Киеве, стали родными. Всем Так. привет. Бачите, як приємно, коли тебе узнають. Я не чую, но... Усе своє. Нібито нічого не мінялося, тільки ми стали трошки далей друг від друга. Ну, гэта не страшно. У хуткім часе павернемся ў новую Беларусь і будзем ужо на плошчы сустракацца з бычымі сцягамі і ладзіць акцыі і свята разам. Возможно, кто-то еще будут увидеть. Сябры, я схавалася ў цень, таму што мне час ад часу выдае телефон, што ён Мы также поменяли место дислокации, потому что на солнце стоять очень Так. долго можно получить какой-нибудь солнечный удар, поэтому вот мы стали сюда, под деревца. И как раз напротив амбассады. Я нагадываю, хто ў Польші, долучайтеся до акції солідарності, не опускайте руки, не показывайте свою, мабуть, нейкую слабость, тому що хлопці, які зараз знаходяться за кратами, у нас вірять, а коли вірять вони уже після таких подій у нас, ну, зрадити нам просто нельга. Тому давайте натхняємося на боротьбу ще більше, ще якісні, тому що режим показує ознаки того, що він здихає, і у хуткім часі ми, мабуть, нарешті побачимо ту нову пригожу Білорусь, про яку ми так маримо. Бачите, коли зараз так само буду плакати, ну, я хочу прочитати, може, хто не читав, я такой буде белорусская перемога. И на увозе в город на дочь. Тихая, и бабуль не заварная. Ну, думаю, лучше. Альбоновой бородой. Город будет улица, рыжие машины. Найди просто посреди улицы, белые цукерки, вспоминать на эту. Это было звонкое эхо, где в облачке картоны, отбивающиеся каменных стен, протекаются. Это Рыбу, Антон Голос. Наверное, это Богданович Погнямини. Пройдем, но это по-другому. А мы с Дальше по-людски море, как снег, и петь. Леночка, вельми древний зв'язок. Летели бабули и плакали. А тут господинь покидывала на белые простыни червоный арбуз. Подносом на мизик не барабан. А на мосте гудят уже машины.
машины, а коли на поверхность могу будут бежать уже люди, и плакать, и обниматься. И вы будете зираться на то, переловить пальцами смутные обрысы. Йод, Ниня, Йона, вы знаете, мне Никита, Саша, Геннадий, Рома, Витольд. А на боках мокличи, спевы, там танчат, там плачут, там перекидываются кричалками. Все становятся на скамейке, как побачить море с вышины, и снимаются обуты. Хтось роздає воду, хтось клетки, а люди, хто стомивши, сидять, лежать, раскинувши руки на газонах, а хто не стомивший, идти про свислость, про спреску, про Шельдякова, про площадь пионер, Степан и плывет там зеленый луг, упадая в лес, на кольцевой, выплывая на шашу до куропатами. И вот эти ученые белые сукенцы, тут влюбился среди людей. Не детей, а есть конечно, молодец, все полосули, я думаю, попробовали, все, я могу на руку, она разбила, нет, надо все крутые, огромные. Мы сразу ее бачили, уже на улице, самая случайная мирового. Я верю, что скоро это будет. И скоро мы так само выйдем из всех, опять наши промовы. Не будет с нами Витольда, не будет с нами Рома, не будет с нами других наших родственников не заменили. Они будут все сноситься по нашей позиции. Я попрошу белорусы, они вы меня спрашивают, как не было лететь. Кого все заковали свое жилье до Караморки. Треба нас находиться. Мы вышли, мы ждали, мы не продаемся, мы вас не продали. Тут тебя мы рубим каждый день побожный круг для наших работ. Мы так само должны подниматься, так само должны просыпаться. А бывает такое, пусть подбитый мы, друг. И я песни строгали один одного и кричали не экстремистский фашистский лозунг, а наш белорусский лозунг. Живи Беларусь! Живе! Живи Беларусь! Живе! Живи Беларусь! Живе! Эллин, хотела рассказать, тут, чтобы получить вот разрешение на митинг, да, его не надо вообще разрешение, на самом деле уведомительный принцип в Польше существует, просто отправляешь заявку. Ну, в Украине та самая Просто история. человек на 2 дня отправляет заявку и может проводить митинг. К тебе подходит офицер полиции, узнает дополнительно, что дополнительно мы будем производить, и больше ничего. Ну и вот вокруг обеспечивают порядок. Кроме того, тому, кто организовывает митинг, предупреждают, что если какие-то сложности с теми, кто митингует, то сначала организатор пытается их успокоить. Если видно, что митинг из-под контроля выходит ситуация, то просто мы подходим к сотруднику милиции, либо он вмешивается, либо в зависимости от ситуации. Видите, никто нам не запрещает критиковать, никто ничего не запрещает. Я хотіла би додати, в Україні та ж сама система працює, але ми сьогодні круто, літерально зранку подали документи і стало відомо, що ми можемо провести акцію солідарності. У нас це зайняло кілька годин літерально у Києві, тому так, це хутко і ми завжди дякуємо тим, хто надає нам можливість спокійно проводити і ладити акції. Живе! Живе!
Дякуємо щиро. Аленка, ми будемо готуватися до нашої акції, тому що мені зостається літерально година для того, як підготуватися. Дія, пробачте. Я їх не вимикаю туди. Не сломали, не на суде, да. Живі. Сябри, я не можу тут кричати, так гучно. Я буду кричати сьогодні з 6:30. Літерально про 2 години ми починаємо нашу акцію солідарності з політичними зневоленими. Я тебя забавил речь по поводу, вот это она будет что-то вырезала, потому что я блок там всех. Это видео было? А, ну там просто можно как-то вырезать? Я не знаю. нет. Потом. Что, Алена, у вас там за траблы, кажите? Нету трабла. Это Виктор спрашивал, просто он хотел. И говорит, уже не важно, все. Потом мы спросим, да, потом. Ну, коли нечто буде необходимо, конечно, кажите, ми зробимо вам нарезки. Мы такие майки сделали. Я вам... При этом Никита Статкевич, народная громада. Можете Давай. подарувати Україні некільких штук. Я буду вельми вдячна вам за гэта. Коли ласка, XS розмір. Мы потом тогда без стрима свяжемся. Хорошо? Дякую. Поговорим по этому поводу. Дякую. Добре, дівчата, я буду згортатися, тому що нам треба так само готуватися. Я щиро вам дякую за те, що знайшли можливість вийти у стрім. Так само сьогодні у нас буде на сувязі Літва, вони так само будуть ладити акцію з 5 години по 7 по литовському часі. Ми будемо з ними розмовляти, обмірковувати події. Я з вами вітаюсь. Обов'язково зустрінемося у Новій Білорусі, де ми вже обдимаючись будемо проводити... Надеюсь, что это был не худший наш вариант. Ні, для першого разу огонь. Я навіть нічого не казала, Амаль. Спасибо молодцы. большое за стрим. Спасибо большое. Ну і ловіть його сьогодні на каналі Народна Громада. Зараз пойду заливатися. Все, живі Білорусь, дівчата, вам поцілунки з України. Нехай щастить, і уже наступного разу ми побачимося у Новій Білорусі. Запам'ятайте.